Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Благодарим Аллах Субханаху ва Тааля за возможность, что дал нам жизнь, что еще раз встретились в месяц Рамадан. И месяц Рамадан является месяц очищения сердец. В этот месяц мы должны очистить свое сердце, измениться к лучшему, потому что это месяц возможностей, шайтаны закованы, и только нам остается бороться против своего нафса. И ученые сказали, что как понять, достигли мы очищения сердца во время Рамадана или нет, как узнать. Есть причины этого, что когда мы досмотрим эти причины, узнаем, что, альхамдулиллах, есть изменения к лучшему. А если нет, то надо стараться. Как мы все знаем, что много раз говорим об этом месяце, что месяц Рамадан был для верующих не для очищения организма только, да, и для очищения сердца тоже. И какие признаки, что у нас очистится сердце? Первый признак, ученые сказали, это осознание временности материального мира и стремление к будущей жизни. Первый признак, то, что мы знаем, что у нас очистили свое сердце в Рамадане, это осознание временности материального мира. Мы знаем, что здесь мы временно. Какие бы богатства ни собирали, что бы ни собрали из этого мирского, мы осознаем, что это все оставляем и уходим. Кому оставляем? Конечно, наследникам, да? Детей оставляем. Следующий вопрос. А как мы воспитали своих детей? То, что мы оставим это имущество, они как будут использовать это? Конечно, если бы мы воспитали их в воспитании ислама, то они это имущество тратят, да, на блага ислама, на блага своего, да. А если мы не воспитали детей, как адаб исламия, в рамках адаб исламия, то они с этим имуществом могут совершать грехи, да, и никакой саваб не доходит до нас. Поэтому очень важно воспитание детей, потому что то, что мы оставляем, да, из имущества, они это будут тратить в этой жизни. Как они будут тратить, значит, это зависит, как мы их воспитали. Если мы их воспитали в исламе, альхамдулиллах, они что после нашей смерти тоже используют на блага, и салав доходит до нас, иншаллах, тоже. А если мы не воспитали детей, то вероятно, что дети это имущество тратят в грехах, да, и никакой пользы не будет для нас. Это первое, значит, что признак, что у нас, да, есть улучшение в этом месяце, что мирское, мы знаем, что осознаем, что мирское это что оставляем, а будем стремиться к будущей жизни. Сообщается, что Абдуллах бин Умар, ради Аллаху, сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды взял меня за плечи и сказал: будь в этом мире таким, будто ты чужеземец или путник. Аль-Бухари. Такое наставление, да? Будь в этом мире таким, будто ты чужеземец или путник. Ты оставляешь то, что у тебя есть, и отправишься, когда ты не знаешь, вообще никто не знает.
И тоже мудрость, то, что мы не знаем, когда умираем, это чтобы всегда были готовы. А если бы человек знал, что вот после 80 лет умирает или после 100 лет, то мог он совершать грехи, да, говорит, что все время есть. А то, что мы не знаем, когда умираем, это чтобы всегда были готовы. Как в этом хадисе сказано, как мусафир. У мусафира же всегда чемодан с собой, да? Вот. Следующий, второй признак это отвращение ко всяким дурным делам и грехам. И сильное раскаяние, если нам случится совершать грехи. Значит, второй признак это когда человек оставляет дурные дела. Например, каждый из вас, вы представляете, что у вас до Рамадана были какие дурные дела, которые сами знаете. Да, которые только сами знаете. Какие-то, может, грехи, да, маленькие, которые никто не знает, кроме вас. А вот сейчас в Рамадане вы оставили и этих грехах или нет? Если значит, вы оставили эти греха, это, альхамдулиллах, это Рамазан польза нас. А если нет, да, например, были какие грехи, которые совершали до Рамадана, и после Рамадана сейчас совершаете, да, значит, это не очищение сердец пока. Второй, значит, что это отвращение ко всяким дурным делам, грехах, которые совершали до Рамадана, а в Рамадан мы остановились, прекратились. Если это так, то альхамдулиллах, что это Рамадан польза. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если человек будет пренебрегать малыми грехами, и их у него соберется много, то они его погубят. Иногда бывает, что мы считаем, что это малый грех, да, и если собираются вот эти малые грехи, то они губят человека. И продолжение хадиса сказано, что подобно людям, которые решили подготовить пищу, они стали собирать маленькие веточки, и когда их собрали много, когда собралось много эта веточка, они разожгли огонь и подготовили себе еду. Таким образом, маленький грех, если собирается, да, то нам будет плохо. Следующий признак это третий, мы начинаем получать удовольствие от действий поклонения. Третье это как? Когда мы получаем удовольствие за то, что читаем намаз, да, за то, что держим пост, читаем Коран в этот месяц. Значит, мы чувствуем, да, удовольствие. Не то, что вот быстренько, что закончим таравих, ушли, да? Нет, мы чувствуем удовольствие, так когда нам нравится. Целью Рамадана в том числе является воздержание прежнего духовного подъема и радости от поклонения Всевышнему. Если вы ждете с нетерпимостью следующей молитвы, если вам доставляет радость понимания Аллаха, и то, что Рамадан, то значит, в этом Рамадан вы достигли своей цели. Если так, радости будем ждать, да, следующий день. Радости будем ждать следующей молитвы, да, следующее чтение Корана, то альхамдулиллах, это хорошо. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что поистине только в понимании Аллаха успокаивается сердца истинных мусульман. Четвертое, это у нас появится искреннее желание совершать деяния ради Всевышнего, а не ради похвалы и одобрения людей. Значит, следующее качество это то, что мы совершаем, приходим в намаз, держим пост, Коран читаем, все это ради Аллаха Субхану ва Тааля, а не ради людей. Если бы ради других, то это что будет показуха? Рия, да? Рия это совершение деяния на показ, иначе называется малым ширком. Рия,
как пророк сам сказал, что является малым ширком. То есть поклонение кому-то еще помимо Аллаха. Вот. Значит, если мы пришли в мечеть не ради Аллаха, а ради, чтобы не насмехали на нас, то значит мы поклоняемся ради них, а не ради Аллаха. Поэтому все наши поклонения должны быть ради Аллаха Субхану ва Тааля. Очень опасно, когда человек ищет довольство людей больше, чем довольство Создателя. Да? Очень опасно. В судный день Господь может сказать ему, как в хадис приводится от Ахмада, Аллах Субхану говорит этим людям, да, иди к тем людям, ради кого ты совершал деяния в этом мире. И посмотри, найдешь ли ты награду у них. Такой хадис. Аллах Субхану говорит в судный день, что ради кого ты совершал, да, это деяние, иди к нему и от него спроси награду. Я тебя не дам, потому что ты совершал это поклонение не ради меня, а вот ради какого-то человека. Иди к нему, спроси у него награду. И пятый признак очищения сердца, ученые сказали, это мы начинаем больше ценить время, как возможность совершать поступки, которые приблизят нас к удовольствию нашего Творца. Время, да, очень, вот, вроде, да, вот, недавно начали пост, сегодня уже 9-й день, да, так быстро проходит время. Поэтому, если мы будем ценить это время в Рамадане, да, больше делаем добрый дел, например, в Рамадане больше читаем дополнительный намаз, чем до Рамадана, да, в Рамадане больше Коран читаем. В Рамадане больше сдерживаем свой гнев, ненависть, зависть. Если больше можем держать, то, алхамдулилlah, это признак, что мы очистили свое сердце. То это, да, Рамадан пользует нас. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что есть два милости, которые многие люди не оценивают по заслугам. Это здоровье и свободное время. Поэтому, дорогие, призываем, что вот время, которое у нас есть в Рамадане, больше пользы, да, использовали, больше делали ибадаты, больше делали зикры и очистили свое сердце от всяких грязов, от ненависти, зависти, болезней сердца очень много. Это месяц для того, чтобы мы возобновляли, да, и дальше продолжили до следующего Рамадана. На этом заканчиваем. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Я муқаллибал қулуб, тhabбит қулубана аля диник. Я муқаллибал қулуб, тhabбит қулубана аля диник. Аллахумма таххир қулубана. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.